копьем и каменным наконечником. Вот такие наконечники бывают у копья. Представляете, вот такие из камня. Сейчас с вами посмотрим. А почему человек из камня делал наконечники, а не из железа? Как думаете? Потому что железо тогда не было. Правильно. Потому что железо древний человек не знал. Это мы с вами все знаем. И про компьютеры, и про железо, и про пластмассу. А в древности этого не было. И кирпичи мы знаем, да? А кирпичи из чего делают? Из камня. Нет, из чего-то мягкого. Что к земле Из глины? Из глины, конечно. А древний человек не умел выжигать глину. И поэтому он искал специальные камни, которые называются, кто знает, кремень. Слышали? Нет. Ну, говорят, твердый, как кремень, да? Слышали такую поговорку? Потому что кремень очень твердый. И из него делали наконечники копья. Но не только. И ножи, и скребки, и все-все-все. А как посуду научились делать? А первая посуда была так же, как и кирпичи, из мягкой глины. Это называются горшки глиняные. Слышали об этом? Видели когда-нибудь глиняные горшки? Вот. Ну, мы с вами в современном мире используем глиняные горшки в основном для цветов, да? Мы же не варим посуду в глиняных горшках, или кто-то варит? Иногда в духовке запекаем мясо, да, в глиняных горшочках, но это мы делаем редко и по праздникам, но в основном пользуются железными кастрюлями. А древний человек пользовался глиняными кастрюлями или горшками. Ну что, устали, да? Пойдемте смотреть. Тихонько выходим в фойе, молча